Волонтерское движение в помощь землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, у нас в Якутии развито повсеместно. Практически в каждом районе поселений действуют такие штабы. В самом начале спецоперации две замечательные женщины из далекого Аллайховского района, проводив своих сыновей, решили вместе собирать и отправлять посылки с гуманитарной помощью своим землякам. Начали жить Авенские обереги, куда вкладывали горсточку родной земли. И как река берет начало с маленького ручейка, так и дело, начатое Риммой Моисеевной Бережневой и Сарданой Николаевной Лебедевой, расширилось и развивается. Сегодня постоянно в офисе работает 8 женщин, иногда собирается до 15 человек. Каждый из них со своей историей и опытом, все мастерицы и швеи из разных уголков нашей республики. Здесь они общаются, работают и делают одно общее дело. Как пришла мысль вообще вот так вот начать работать? Это, наверное, что-то с личного началось? Да, это началось с личного. Мой сын в 23-м году подписал контракт. И вот с этого и началось. Хотя до этого, когда в 22-м году уже началась военная операция, специальная военная операция, то я уже тогда начала думать, вот как бы помочь, как что-то можно, какими способами можно помочь. И я заходила в СМИ, газеты, смотрела, какие-то волонтерские эти движения, смотрела. И потом уже дома сама начала с носилок волокуш. Закупила материал и потом по интернету уже начала смотреть, «Крылья ангела», как раз волонтерский штаб уже был, он уже сформирован был. И оттуда уже начала брать информацию, как эти носилки, как они это делаются, носилки из троп. И потом в 23-м, придя на этот рынок, я встретила свою землячку, Сардану Николаевну Лебедеву. А у нее сын, оказывается, уже тоже в это время уже подписал контракт и ушел на СВО. И мы тогда с ней поговорили, обсудили, и она предложила: давай, Рима, откроем сами штаб и будем помогать своим парням с нашего Аллайховского улуса. И я, конечно, сразу согласилась, мы пошли в администрацию, и остались здесь. Мы взяли эту же комнату большую и начали с посылок и шитья носилок. Вот с этого мы начали, помогали только своим с Аллайховского улуса, делали посылки, гуманитарную помощь очень много собирали. И вот так вот у нас уже потом все пошло, и сейчас уже у нас очень обширный масштаб работы стал. Мы даже не думали, что вот так вот это будет. Мы даже не знали, что, оказывается, вот так вот можно работать еще, И вообще не представляли, что мы думали, что будем с посылок, вот как гуманитарку собираем, сбор делаем и все. Оказывается, мы способны, вообще люди способны на очень многое, и тоже нужно только желание для этого. Если в начале пути женщины плели маскировочные сети, нашлемники, тактические носилки, то сегодня они шьют антидроновые одеяла, плащи, палатки, маскировочные костюмы аюр. Во время отпусков бойцы приходят в штаб, чтобы пообщаться, попить чай, и с благодарностью принимают так необходимые и оправдавшие себя одеяла и плащи. Сколько жизней они спасли на поле боя, благодаря своей эргономичности и удобству. В каждый стежок, в каждый штрих вложена частичка материнского сердца и любви. Каждого солдата провожает благословением и тихо молятся за каждого из них.
Рима Паисеевна постоянно находится на связи с бойцами, ждет звонка или сообщения, знает все основные нужды ребят. Я всегда на связи с ними. Они мне звонят и ночью, и днем. И помимо того, что мы начали вот, со своих, да, со своего улуса, сейчас у нас охвачена вся Республика Саха, все наши бойцы. Помимо этого мы помогаем не только вот нашим, сейчас к нам присоединились с Нерюнгри Раиса, которая сейчас в Новоазовске, и вот сейчас мы с ней тоже работаем плотно. И приезжали к нам летом с Новосибирска волонтер. Она у нас брала мастер-классы по пошиву одеял, по костюмам, по пончо, как вот шить, да. И вот это вот они, сейчас мы постоянно с ними тоже на связи. Антидроновое одеяло «Люгер». Его так называли в честь солдата с позывным «Люгер», отдавшего самое дорогое – свою жизнь на поле боя. Его мама, Галина Ивановна Пескун, каждый день приходит в штаб и на своей швейной машинке, которую приобрела для волонтеров на похоронные деньги сына, шьет одеяло и плетет маскировочные сети, с надеждой, что они уберегут и спасут солдатов, которых ждут матери. Галина Ивановна у нас, вот Пескун, работает, мы с ней 24-го, она в августе месяце пришла, и Дарья была. И вот мы начали шить эти одеяла. А потом они отделились, отдельно ушли, но все равно продолжали шить одеяло, а потом уже пошло пончо, и потом придумали этот костюм аюр. У наших изделий есть свои имена, да. Вот это одеяло, оно у нас «Люгер» по позывному Галина Ивановна, сын погиб. И мы, она у нас работает, и в честь, да, вот, в честь его мы назвали одеяло «Люгер» у нас. А плащ это у нас название плаща, вот тут вот написано пончо, вместе сила чокур, от слова чкурдах, то, что мы из Чкурдаха, а аюр, его называют леший, да, костюм для разведки. И мы называли его аюр, потому что мы шили сначала летний вариант и увидели, наверное, в соцсетях вот этот, как он в лесу прямо не становится невидимкой. Потом у нас пошел уже такой осенний-весенний вариант и уже зимний. И зимний тоже, наверное, видели. К нам приходят почти каждый день. Которые демобилизовались, парни постоянно приходят с цветами, с тортиком, постоянно они благодарят. И, даже те, которые не знают, они друг от друга узнают и к нам приходят, потому что одеяло мы шьем, только мы, пончо мы тоже, и костюм аюру, вот именно вот такого образца, который вот это все делается ручным способом, да, это не станок, это все вырезают наши волонтеры сами. Прямо очень кропотливая, долгая работа. Как долго шьется одеяло? Одеяло, мы сначала делаем заготовки. Заготовки мы можем делать по 3 дня заготовки. Это очень тоже тяжелая, такая нудная, тяжелая работа, не все это могут. Все думают, что у нас цех. Мы-то не цех, мы просто добровольческая, да, и шито более 200 одеял уже шито, отправлено, да, отправлено, мы отдаем на руки каждому, кто приходит, прямо на руки отдаем, чтобы и мы знаем, что это одеяло, да, вот, это взял боец с собой и отправляем по адресным посылкам. Оно все доходит. Все наши посылки доходят. По аренде у нас оплачивает наш Алайховский улус, да? И там у нас идет чуть-чуть немножечко это они уступили по цене. А по материалам у нас есть, это материалы идут от граждан, да, от людей. У меня есть группа
по без вести пропавшим, по погибшим и по действующим бойцам. Там сидят у меня только родные. Ну, бойцы тоже сидят, но в основном сидят родные бойцов, родные и близкие, называется группа. И с этой группы у меня идет вот конкретная помощь на эти одеяла, на этот материал. А так уже люди со всех улусов отправляют, да, они уже знают. Как начинаю сбор, люди вот до сих пор, вот сегодня с Алеховского улуса, да, Галина Владимировна Макарова отправила 10 тысяч, да, с села Ленюгорск, Алеховский улус, это вообще поселок маленький, оттуда вот пенсионер Евдокия Дмитриевна Шелканова, она врач, но она сейчас пенсионер, и вот она отправила тоже материальную помощь, да, многодетные мамы отправляют. И когда вот в статусе я пишу, очень срочно нужна ваша помощь в приобретении материала, то они, конечно, люди это, сразу идут навстречу. Потому что, ну, наверное, за эти все года уже как бы доверие у людей, да, и доверяя, люди отправляют. Вот на эти деньги мы закупаем материал. И по материалам еще у меня вот такая вот была просьба главам улусов, потому что очень много людей просят же, да, это не только наши северные, но и вот по ближайшие улусы. И Момский улус, Дмитрий Викторович Амосов, он очень хорошо нам помогает, да, и вот мы с ним договорились, он вот поехал, он едет вот на передовую, и Римма Моисеевна, мне нужно 10 одеял. Я говорю, ладно, отправляйте мне деньги на материал, 5 одеял мы берем себе в штаб, а 10 мы вам, как бы, да, отдаем. И Анабарский улус нам тоже также помог, они привезли нам материал, закупили, и как бы 10, ну на 10, на 15 одеял как бы шито, 10 они берут и 5 оставляют нам. И вот только так мы можем, конечно, это. Поэтому с главами, если бы главы улусов выходили бы к нам навстречу, да, то, мне кажется, вот эта работа по материалам, по деньгам у нас бы вот так вот, она бы это продвигалась бы, не останавливалась. Но она у нас так и не останавливается. Мы по чуть-чуть все равно собираем и ну, находим средства на покупку этого материала. Римма Моисеевна, а давайте посмотрим одеяло и пончо. Давайте. Вот это вот наше одеяло, антидроновое одеяло, люгер. Оно очень многофункциональное. Это одеяло многофункциональное. Это вот оно шьется из Оксфорда. Тут Оксфорд 600 идет. Оно более плотное, и оно более плотное, это одеяло. Да? И тут идет уже фольма, синтепон. И оно делается как носилки. Оно делается как укрытие. Идет как спальный мешок. И, конечно же, уже это, ну вот для носилок вот такие ушки. Да? Это они могут привязать к дереву там. И закрывают еще технику машины. На танки заказывали парни, на мотоциклы заказывали парни. И мы, конечно, это все делаем. Вот, очень большое. Оно по объему оно 3,5 килограмма весит. И ширина метр 500 и 2,5 длина. А пончо у нас уже идет совсем другой размер. Много материала уходит на это. И вот наши все одеяла, они вот так вот уже все как бы отмечены. Ага, вместе мы сила. Вот. Заворачивать это очень трудно тоже. Но оно спасло жизни очень многих парней. Они прямо сюда приходят и рассказывают, как вот это одеяло спасло их жизнь. Так, вот это наш плащ пончо чакур. Как одеяло, но оно с капюшоном. С
капюшоном, и длина, она чуть подлиннее, уже 3 метра идет. А состав этого мы сделали такой же. Мы сначала делали пончо совсем тоненький, да, и сказали, что он не идет, как бы, и мы потом вот уже начали шить вот такой вот. И тоже вот защита от дрона. Тут тоже фольма, синтепон, тоже такой же, как одеяло. Тут вот, когда мы шили пончо, тонкое было, вот когда одеваешь, вот здесь, где плечи, да, самое тепло идет, видно было по тепловизору. А сейчас мы утеплили, оно уже не видно. Но ну, когда вот одеваешь, руки могут видны быть, ноги, да, поэтому мы делаем уже подлиннее. Чуть-чуть, конечно, подлиннее, чтобы она вообще до полу была. Конечно, тяжелое, но оно защищает, да, спасает парней. Поэтому решили вот прямо по одеялам, плащам, то, что спасает жизни наших парней. Это штаны. А это вот верх. Угу. Это верх. И тут еще шапка идет. Это надевается поверх бронежилета, поверх каски, поэтому размер такой большой. Вот. Сардана Николаевна замечательная мастерица по меховым изделиям. Кенчи, рукавицы, шапки, унты. Всегда в движении в работе, веселая и добрая. Тоже ждет весточку от единственного сына, который с первых дней находится на передовой. Я в основном шью мех. Ага. А так эти одеяла там редко шью. В основном мех шью. Кому что надо там. А вот, допустим, это кенчи на аппарат Елизарова, да? Да, вот кенчи шью, внутри, чтобы тепло было. Вот это метка барана. Ага. А это лиса. Угу. И вот этим закрываем. Вот так. И чтобы удобно было. Угу. Вот так. И в основном я шью вот обычные кенчи тоже этот мехом. Угу. Основной мех у меня получается. Вот унту шью, вот. Что-нибудь. Ну, я же сейчас одна, сын-то на войне, поэтому деньги все равно надо, бесплатно не работаем, поэтому вот заказ принимаю, вот шью. И вот унту. Как часто с сыном общаетесь? У меня сын пропал уже 8 месяцев, нет его. Ну, я сама чувствую, что он живой, ну, жду, звонка жду. Ну, где-то в мае месяце собираюсь ехать, искать. Ну, вот наша голова вот 23-го улетел в Москве, сейчас сегодня он уже там, уже находится там, сегодня встречается с Аллахским улусом, вот бойцами. А нас не взяли, потому что у них не разрешается, сказали. Вот. Ну, собираемся. Ну, жду сына, короче. Надеюсь, конечно, живой. Как мы овяны, сами себе чувствуем, что у меня сын живой, и все. Постоянно чистим. Вот это. И он тоже такой был охотник, учитель, начальник класса был, спортсмен марта спорта. Ни жены, ни внуков нету. Вот у меня один единственный сын, всего 28 лет. В основном у меня племянники все на войне. Вот родные мои, старшей сестры, вот Береляски, уже 3-й год, 4-й год уже. И еще вот дядь тоже вот в отпуске, вот недавно только приехала, тоже 4-й год служит. Ну вот
опыты есть, ну, надеемся, что все переживаем, конечно. Шелканов Тимофей Гаврилович. А позывной какой? Волк. Волк? Ага. Младший сержант. Волк его зовут. Ну, он, как сказать, ну, после вот этого ноября он переезжал, ранен был. Ага. Он командиром был, и он живой один остался из 15 человек. Ага. После этого у него контузия была. Вот почти 3 месяца лечили здесь. Я здесь его оставила. Вот. Здесь лечили там. И после 2-й раз опять уехал, и все. Чувствуешь, что живой. Да. Ну, может, у него там телефон сломался, может, где-нибудь в госпитале лежит, может, где-нибудь, ну, конкретно я ничего не могу. Ну, чувствуешь, что он живой. Светлана Николаевна, когда приходят молодые бойцы, вы их видите, наверное, такое чувство материнское. Да, как будто чувствую, что вот племянник вот в отпуске приехал. Вчера я сюрприз сделали мне. Гости пригласили меня, и он у меня вот стоит, сюрприз говорит. И, ну, я тоже плакала, сразу чувствовала, где это, как будто сын у меня приехал. Ну, здесь тоже парни ходят, вот раненые, без рук, без ничего. Жалко, конечно. Поэтому мы чувствуем, что наши сыновья ходят на войне. Но главное, чтобы все живым вернулись. Не только я одна мать, например, да, у которых тоже единственные сыновья, наверное. Но. Волонтер – это человек, который по собственной воле безвозмездно тратит свои силы, время и навыки на общественную полезную деятельность. В России синонимом является слово «доброволец». По доброй воле, по зову сердца, силой материнской любви женщина согревает и оберегает бойцов на далеких позициях. И каждая посылка, каждое письмо дает силы и надежды, что за бойцами стоит невидимая надежная сила. Да хранит вас Бог!